сказали, но вот здесь Алхаз говорил о том, что какие аргументы в последнее время используют значит, сегодня власть имущие и приводят в пример советскую эпоху, когда говорилось, что вот приводили в пример, да, какие предприятия крупные в Абхазии были, там химзавод, там и так далее, приводили пример. Вот я хочу об этом сказать, что не надо передергивать историю, исторические факты. И ГИСХ в советское время, и все эти большие предприятия создавались для этнической экспансии Абхазии. Никак не для того, чтобы развивать экономику Абхазии. В ГИСХ был переведен из Кутаиси в Абхазию, и за ним около 5000 там было подсчитано человек грузинской национальности было переселено в Сухум. Да? И вот эти большие предприятия, которые создавались, да, искусственно в Абхазии огромные, это был элемент экспансии этнической для того, чтобы заселять правдами и неправдами Абхазию. Вы помните, да, сколько даже ингургесовских домов было построено для того, чтобы специально из Западной Грузии переселять в Абхазию людей. Поэтому представлять многие факторы, которые были в советское время, сейчас у нас такая тенденция, что все было тогда хорошо, но мы все помним, что происходило, какая была коррупция и как продавались прописки тогда в советское время, и создавалась такая вот форма, так сказать, их, по которой нас стало 17%. Все, что мы сегодня говорим, о чем мы сегодня беспокоимся, это вот мы хотим вернуть, и чтобы общество наше встрепенулось и поняло, да, мы не хотим 17%, возвращение к 17%. Это приводит потом к войнам, приводит потом к катастрофе, к тому, что мы должны будем опять защищать, и наши дети уже, да, также, то есть те люди, которые перевозили сюда ГИСХ, перевозили сюда эти крупные предприятия, заселяли, а их детям пришлось воевать. Так что вот весь смысл того, что мы сегодня о чем хотели сказать, опасаемся чего сказать, что прикрываясь такими, так сказать, благими намерениями, что будет вот такие будут, как крупные предприятия, у нас все так будет прекрасно здесь в Абхазии, вот этими приведет это все к 17%. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы